Санкт-Петербургский театр-мастерская – это уникальная культурная площадка, которая славится своим искусством и актерами. Он расположен в самом сердце северной столицы России, который сам по себе является центром культуры и искусства. Театр-мастерская представляет собой современную площадку, где пространство и актерская игра соединяются воедино для создания поистине потрясающих спектаклей. Мы ждали театр-мастерская 6 лет. Потому что 6 лет назад состоялись первые гастроли этого театра, и многие помнят и Тома Сойера, и записки молодого врача. Люди, которые покупают билеты на нынешние спектакли, нынешние гастроли, многие из этих людей были на тех спектаклях и до сих пор сохранили то тепло и ту радость, которую они получили тогда на этих спектаклях. Так что мы очень рады, что этот проект состоялся, и искренне благодарны Росконцерту. Вообще огромное спасибо Росконцерту за поддержку гастрольных программ, в которых и мы принимаем участие, наш театр. Санкт-Петербургский театр-мастерская основан в 2010 году и прочно завоевал любовь петербургской публики, став одним из самых популярных и престижных театров. В труппе выпускники Российского государственного института сценических искусств, ученики известного режиссера, заслуженного деятеля искусств России, лауреата государственной премии профессора Григория Козлова. В репертуаре представлено более 50 спектаклей. Большая ответственность и большая честь начинать здесь гастроли вместе с театром. Это наш второй сюда приезд. Каждый приезд становится незабываемым событием, хранится в истории нашего театра и труппы, и все сотрудники вспоминают об этом как о чем-то особенном. Это театр, который работает 24 часа в сутки. Сейчас во многих театрах и в России, и в Европе все очень регламентировано. Все расходятся, говорят друг другу до свидания в определенное время. У нас в театре это трудно всегда, но в театре этого нет. То есть мысль, работа, монтаж бесконечно происходит в театре. 24 часа. Репетиции идут, пока силы есть. Обсуждение будущих проектов происходит с Григорием Михайловичем и с коллективом бесконечно. Пока есть силы. То есть радует это, что не зря живешь, что бесконечно все подчинено театру. Актеры театра обладают уникальным талантом и профессионализмом, которые позволяют им создавать незабываемые образы и привлекать внимание зрителей. Их игра отличается глубиной эмоций, точностью мимики и жестов, а также умением владеть голосом и телом, чтобы передать все тонкости персонажей и создать живое и органичное представление. Режиссер Сергей Паньков добавил, что дух мастерской зрители почувствуют в каждом спектакле театра, даже в таких постановках, как «Тихий Дон», которая длится больше 8 часов. Потому что там для зрителя очень плотное существование, интересное, насыщенное. И это всегда многоплановые спектакли, где каждый зритель найдет свое. Там всегда будет общение между людьми. Девочка полюбила мальчика, родители против, ситуация кажется знакомая для многих. И помимо этого есть и другие слои, которые будут интересны и более взрослому опытному зрителю и театралам со стажем. Сказали, что Николай Леонидович сделал «Ромео и Джульетту», Николай Леонидович сделал еще и «Варшавскую мелодию», так что вы тоже увидите эту... Да, но я имею в виду, что те, которые приехали, вы тоже увидите эту потрясающую работу. И тут я от себя могу тоже сказать, что я на себе очень почувствовала эту поддержку и компанию, когда мы это создавали, то это было так трепетно и так отзывчиво, и так аккуратно, красиво, прислушиваясь. Встреча с журналистами продлилась около часа. Обсудили многое. Говорили не только о предстоящих спектаклях. Конечно же, гости делились впечатлениями об Абхазии. Словно поэты, они говорили поэтично и тепло. Столичные красоты настолько впечатлили артистов, что выбили их из привычного рабочего ритма. Очень мы рады быть здесь. Я даже
не могу осознать, это что надо будет завтра работать, хотя для меня это не работа, сплошное наслаждение, но невероятный город и такой колорит, и прям вообще, и думаю, завтра будет особенный спектакль. Тоже хотел сказать, у вас так клево. Здесь прям впитываешь, ходишь, и вот она, Верона, по сути. По климату, по всему, по людям, по энергиям. Очень приятно, очень радушно нас встретили, мы слегка переживали все. Я хочу еще раз сказать огромное спасибо принимающей стороне и отдельно отметить, что всегда приятно приезжать в место, где тебя не только ждут, но и любят. И здесь это очень сильно чувствуется. То есть места, в которых тебя просто ждут, хотят, чтобы ты приехал, а есть места, в которых тебя именно любят и хотят эту любовь каким-то образом выразить, проявить. И вот с самой первой секунды, как мы приехали в Абхазию, эта любовь чувствуется, это забота, гостеприимство и ощущение, что у нас, как правильно говорят, Игорь Михайлович исповедует идею о том, что театр должен быть домом. И это невероятно круто, что, приезжая сюда, мы этот дом чувствуем здесь. Помощь в организации гастролей театра «Мастерская» оказали Министерство культуры России и Абхазии, а также Росконцерт. Действительно, все готовятся, все ждут этого прекрасного праздника и быть частью, быть в этой нашей, так сказать, компании, как у вас, да, взаимодействие гастролирующего театра, принимающей стороны, зрителей, гостей вашего региона. Это очень ценно, приятно, волнительно, поэтому я вас поздравляю, что у вас такое грандиозное событие. Гастрольная афиша включает лучшие спектакли мастерской. 6 сентября зрители увидят «Ромео и Джульетту». 7 спектакль «Жены» о женщинах великих гениев. Натальи Гончаровой, Анне Достоевской, Софье Толстой, Елене Булгаковой, Ольге Книппер-Чеховой. 8 сентября пройдет спектакль «Варшавская мелодия». Легендарная пьеса о любви. 9 и 10 сентября спектакли для детей и всей семьи. «Волшебник изумрудного города» и «Винни-Пух» и все-все-все. Начало в 16:00. Билеты в продаже на сайте театра Русдрам.орг, в кассе Русдрама и во всех офисах Амобайл. Доступны выгодные абонементы. Шазина Ханагуа, Раму Камкия, Абхазское телевидение.